Как прошел мониторинг заработной платы в районах республики? Какие вопросы обсудили и насколько продуктивной оказалась встреча? Семинары, совещания для руководителей общеобразовательных учреждений республики, обсуждение актуальных вопросов, подведение итогов. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос сферы охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Очередной семинар представителей Рессовета с руководителями образовательных учреждений, обсуждение самых разных тем, вопросы и ответы. Собрание актива председателей профгруппы и обслуживающего и вспомогательного персонала города Грозный. Актуальные темы и ответы на интересующие вопросы. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики состоялось первое заседание комиссии по мониторингу заработной платы педагогических работников образовательных организаций республики. Районные представители Республиканского совета профсоюза также вошли в состав комиссии и совместно с работниками министерства провели мониторинг показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Мы, профсоюз республиканской организации, осенью прошлого года провели тематическую республиканскую проверку на вопрос формирования правильности и на соответствие тех нормативных документов заработной платы педагогических работников. Провели свой мониторинг. У нас это действительно немало времени заняло, тщательную работу провели. И по итогам этой тематической проверки мы обратились с письмами в соответствующим чиновникам, это Министерство образования Чеченской Республики и Комитет правительства дошкольного образования. Сегодня Идрис Хасаевич в лице Министерства образования ответил сегодня на наше письмо, и мы включены в комиссию мониторинга по заработной плате самого Министерства образования. Включены все представители районов, включены все уполномоченные по районам. И вот с сегодняшнего дня мы будем проводить этот мониторинг по данным Министерства образования. Совместно мы надеемся, что все-таки мы сможем повлиять на полноту заработной платы и правильность начисления заработной платы членов профсоюза. В ходе заседания были даны подробные разъяснения по категориям заработной платы педагогических работников, надлежащих проверке в рамках данного мониторинга. Также в помощь проверяющим была роздана памятка с вопросами мониторинга. Мониторинг заработной платы работников образовательной организации проводится в соответствии с поручением главы Чеченской Республики на основании поручения председателя правительства Российской Федерации. Мониторинг предусматривает сбор и аналитику информации по всем образовательным организациям Чеченской Республики. В дальнейшем будет проводиться выборочная проверка образовательных организаций на предмет соответствия представленных данных и обеспечения объективности в выплатах заработных плат тем и иным категориям работников образовательных организаций Чеченской Республики. Всего в рамках мониторинга будет охвачено 590 образовательных организаций, то есть все учреждения общего, дополнительного и профессионального образования республики, находящиеся в ведении Министерства образования и науки Чеченской Республики и органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики. По итогам мониторинга в случае наличия существенных расхождений, дифференциации в заработных платах отдельных категорий работников внутри одной образовательной организации, а также по одним и тем же должностям в различных образовательных организациях будут приняты соответствующие управленческие меры для выравнивания данной ситуации и обеспечения объективности выплаты заработных плат. Рессоветом профсоюза продолжаются начатые 24 февраля семинары совещания для руководителей общеобразовательных учреждений республики. В повестку семинара вынесли и обсудили вопросы по правозащитной работе, о заработной плате, по компенсационным доплатам работникам образовательных учреждений, о выполнении статей коллективного договора между работодателями и работниками. Также руководителям объяснили требования по охране труда работников учреждений образования и о необходимости ведения соответствующей документации по охране труда и инструкциях по технике безопасности на рабочем месте.
специалисты Рессовета начали посещать совещания руководителей образовательных учреждений. Сегодня мы выехали в Натеричный район, посетим два совещания. Это руководители дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, директорами школ. В совещаниях мы раскрываем вопросы касательно и охраны труда, и правильности начисления заработной платы, участия председателя первичных профсоюзных организаций. На совещаниях специалистами затрагиваются основные требования и основные моменты касательно охраны труда, ведения документации по охране труда, также правильности начисления заработной платы, формирования коллективного договора. То есть все эти моменты, основные требования, которые есть, нормативно-правовых актов, у нас озвучиваются на этом семинаре, на этом совещании. Со ссылкой на законодательные требования информировались руководители о том, что в каждом учреждении в обязательном порядке наличие комиссии по заработной плате и охране труда, в составы которых должны входить председатели первичной профсоюзной организации. На 18 марта семинары состоялись в 7 районах, в которых приняли участие руководители 309 общеобразовательных учреждений. Проведение подобных мероприятий Рессоветом профсоюза запланировано во всех районах. Обязан ли работодатель выдавать расчетный листок или работник должен его попросить, когда ему нужно? Согласно 136 статье Трудового кодекса Российской Федерации определено, что при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях зарплаты, о размерах иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Из формулировки названной нормы видно, что работодатель обязан выдавать расчетные листки, причем это правило касается всех сотрудников организации и совместителей и работающих по срочным трудовым договорам. Форма расчетного листка может быть установлена коллективным договором. Кто должен осуществлять контроль за выполнением коллективного договора? Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, то есть работодателя и работников в лице первичной профсоюзной организации. Обсуждение итогов выполнения коллективного договора проводится не реже 1 раза в год. Должен ли оплачиваться труд неосвобожденного председателя первичной профсоюзной организации? Согласно части 7 статьи 307.7 Трудового кодекса Российской Федерации, оплата труда руководителя выбранного органа первичной профсоюзной организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, установленных в коллективном договоре. Если такое условие в коллективном договоре предусмотрено, то оплата должна производиться. В гимназии номер 13 города Аргун прошел расширенный семинар представителей Рессовета профсоюза с руководителями общеобразовательных учреждений города, где присутствовали директоры всех школ, начальник департамента, представители Совета в городе Аргун и другие. В ходе семинара обсудили несколько тем о правильности начисления заработной платы, ссылаясь на проводимые мониторинги комиссии Министерства образования и науки Чеченской Республики с представителями Рессовета, о заключении коллективных договоров, о проведении аттестации среди учителей и об охране труда в образовательных учреждениях республики. Сегодня на базе нашей школы был проведен семинар представителями Рессовета профсоюзов Чеченской Республики. Хочу выразить благодарность отлично от себя и от всех представителей муниципальных руководителей города Аргуна. Такие семинары очень нужны, потому что лично я сегодня для себя многое почерпнула. То, что касается работы специалиста по охране труда, все нюансы, которые я должна проверить и сделать так, чтобы все бумаги были в порядке. Большое вам за это спасибо. То, что касается коллективного договора, он обязателен, потому что там прописывается очень много пунктов для того, чтобы мои учителя были защищены, также учителя всех муниципальных образовательных учреждений. Хочется выразить большую благодарность тем, кто устроил этот семинар. Он очень нужен, думаю, что он нужен для каждой школы. Семинар прошел в непринужденной обстановке. После выступления всех представителей участники смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.
В Доме профсоюзов прошло собрание актива председателей профгруппы и обслуживающего и вспомогательного персонала города Грозный. На повестке дня были озвучены вопросы по охране труда, о необходимости ведения соответствующей документации, инструкциях по технике безопасности на рабочем месте, а также о правильности начисления заработной платы. Значит, вы должны собрать свой, значит, так скажем, группу свою профтехперсонала. Значит, эта группа должна из активных людей. Вы должны смотреть, чем занимается, какие проблемы у техперсонала. Давайте скажем, технически, делопроизводитель и так далее. Значит. Сейчас ваша основная задача, значит, проконтролировать вопрос заработной платы. МРОТ поднялся 12 792 рубля, повысился МРОТ. Соответственно, с вычетом вы должны получить зарплату где-то, вот сейчас коллега наш Абдрахман Алудович вам расскажет, около 600 рублей надбавка еще. Участники собрания смогли послушать доклады на вышеозвученные темы от секретарей Риссовета профсоюза образования. По завершению мероприятия прошло голосование среди представителей с каждого района города Грозного по выбору председателя Координационного совета обслуживающего и вспомогательного персонала.